Уахам, абсолютно хопшра каналаджем, ишья шуйцо эфирала, еще да агалует, абснаха дарахе, кандидатцию злоху, а теледебат квашаха, пхыта экран порошха. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Абхазское телевидение. Вашему вниманию предлагаются теледебаты с участием кандидатов в президенты, которые прошли во второй тур. Напомню, это Адгур Амиранович Арзанба и Бадра Зурабович Лунба. Хлопзев пахатырско кандидатша. Рабхедзе иргыланы, ждите сует уахатби, а эфир ашук кылаша. Хартабқарықва алхрат комиссия хададжи ишук тыргылас ауп. Я айткыланы теледебатку ирзапсоп юсатки вивиба минуты. Рабхев нысымвя адил хубштвит хардырует, она исажа шахтует. Уаqa шарай шулшует алхуит шарай шханарханы жопак шарц, уезапсоп минут камта, а таймер. Экран курджа и пургала хойд айбет яхтаджа хара амбепкайца раззара хазара квартак пaqashtoit пшизара гхоп уи атакаqa изапсоп минут ахпет яхтаджа шара ишоует алшара заракой мыждарц ацухтаны вепхажа шахтуит алхуитша рахханарханы жопак шартпипш. Итак, уважаемые кандидаты и наших телезрителей, хотим ознакомить с правилами нашего прямого эфира, которые были утверждены в Центральной избирательной комиссии. Эфир состоит из нескольких блоков. Вначале мы послушаем биографию кандидатов, затем телезрителям и кандидаты будут предоставлено время для приветственного слова. На это определено 3 минуты. Таймер, кстати, будет отображен на экране, чтобы видели и телезрители, и кандидаты. Во второй части вам предстоит ответить на наши вопросы, вопросы ведущих по 2 вопроса. Всего будет по 4 вопроса, то есть на русском и на абхазском языках. В третьей части кандидаты могут обменяться вопросами. В завершение мы вновь вам предоставим слово, чтобы вы обратились к избирателям. В общей сложности наш эфир 2,5 часа продлится, должен. Стара кошма музыки елкаума. Музей зархалака. Мапха хазатюруб Адгур Амиранович Арзанба инасымве. Арзанба Адгур Амиранович родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута Абхазской АССР. С 1988 по 1995 годы учился в Бамборской средней школе города Гудаута. С 1995 по 1999 год в Башаран-колледже поселка Цандырыб Гагарского района. В 2007 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, направление промышленное гражданское строительство, город Нальчик. В 2013 году повысил квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, направление экономика, государственные финансы, государственное управление. В 2019 году в Лондонской школе экономики и политических наук направление «Экономическая история. Богатство народов. Исторические основы экономической дивергенции наций». Кандидат экономических наук, окончил аспирантуру в 2009 году в Волгоградском государственном техническом университете, направление «Экономика и управление народным хозяйством». С 2010 по 2016 годы проработал в АГУ старшим преподавателем кафедры национальной экономики и кафедры экономической теории. С 2011 по 2013 годы советник председателя Государственного таможенного комитета Абхазии по экономическим вопросам. С 2012 по 2013 годы главный специалист отдела внешнеэкономических связей. 2013-2015 годы начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики. С февраля по апрель 2015 года начальник управления экономики администрации президента Абхазии. С апреля 2015 года по декабрь 2019 года министр экономики Республики Абхазия. Вице-премьер правительства Республики Абхазия с декабря 2019 года по март 2020. Председатель республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» с октября 2020 года по настоящее время. Женат, отец 3 детей. Адгур Амиранович, минутку ему. Бадра Зурабов по биографии. Уя нефсан уажиш. Итабуб лабзия хатырску хаважлар. Ехетби амта маредзим.
иҟоу аҭагылазаашьа сара исымҳәаргьы ибзиаӡаны ижәдыруеит. Алхратә процесс иалархәаны имҩаԥысу ахҭысқәа зегьы ижәбоит. Аҳәынҵәа иқәҭәара, ицқьам атехнологиақәа, ҳҳәынҭқарра иатәым, ҳҵас иатәым, ҳаԥсуара иатәым атехнологиақәа, аха убри зегьы наскьаганы ҳауаажәлар, сыуаажәлар ҭабуп, ҳара сҳәар сҭахуп, актәи атураҿы схы алазархәаз. Отдельно еще хочу поблагодарить других кандидатов в президенты. Это Роберт Аршба, Олег Барцис, Адгур Хурхумал. Честно сказать, я этих людей знаю не один день, но в рамках выборной кампании для меня эти люди открылись по-новому. И я уверен, что эти люди обязательно будут востребованы в нашей команде. Если говорить о текущей ситуации, действительно она непростая. На нашем народе сегодня большая ответственность. Весь мир сегодня смотрит на нас, в особенности наши братские народы Северного Кавказа. Мы должны показать всему миру, что мы в Абхазии сами в состоянии определять свою судьбу, выбирать своего президента. Это будет дараться. Адгура Мирани Пайта Бубидуцина, уже хазатирует Бадра Зурабипа и Насмия. Гунба Бадра Зурабович родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. В 1998 году окончил среднюю школу номер 20 в городе Сухум и поступил на экономический факультет АГУМ. В 1999 году перевелся и в 2003 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова по специальности бухгалтерский учет и аудит. С декабря 2003 года по август 2004 ведущий специалист отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления Комитета по финансам администрации города Саратова Российской Федерации. С августа 2004 года по февраль 2006 занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города Саратов. В 2005 году присвоен квалификационный разряд младшего муниципального советника Российской Федерации 3 класса. С февраля 2005 по февраль 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности организация правового обеспечения. С апреля по июнь 2007 года ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления Комитета по финансам администрации города Саратова. С сентября 2007 года по январь 2009 референт по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия. С января 2009 года по октябрь 2011 заместитель министра культуры Республики Абхазия. С октября 2011 года по октябрь 2014 министр культуры Республики Абхазия. С 2015 по 2020 годы занимался предпринимательской деятельностью. 22 марта 2020 года избран вице-президентом Республики Абхазия. С 19 ноября 2024 года по 10 января 2025 исполнял обязанности президента Республики Абхазия. Кандидат экономических наук, женат, отец двоих сыновей. Бадра Зурабипа, минутку. Табуп есма сажа салагадзе, агар епсо есма Роберт и шудесна хелоти хепи апсу журналистика амш, апсу журналистика амаца зизво, ехей зизво Рома, ванзи зизво з Рома заги, и радесна хелоти яхдырот, а журналистика ян кало, а хенткара усрахна, шарафчибара цоп, скуяна год, шарафчиба пату ауксимцо, абснецги стопха. Агирах, агир епсо хаважлар. Ишуздро епш алхрат процесс ими песо актуатур хоркшоп. Алшокай бзидзани ждерот сразгуяна год. Хара хажлар яда пшиза огара, апошра, апепшиз хуцра, ебзора хит, асепшико алшока. Уже хазад голод айбатпе айтап, айбатпе тур, хокгала, акап, хышук харгало, убезы срагурганысы хоп хаважлар. Инук залаги рымыз, ачхара, алшара,
азхәыцра, аԥеиԥш зхәыцра арԥшны, ас еиԥш иҟоу алхрақәа мҩаԥаҳгап ҳәа. Дорогие соотечественники, первый тур голосования мы подытожили, результаты вам известны. Для нас очень важно пройти стабильно, спокойно предвыборную кампанию. Мы всю предвыборную кампанию демонстрировали уважение к своим коллегам. Ни одного высказывания из уст кандидатов в президенты, вице-президенты нашего штаба не было в адрес оппонентов, потому как мы люди ответственные, мы знаем, что наши коллеги, кандидаты в президенты, и Роберт Аршба, и Олег Барцыц, и Адгур Хуркмал, и Адгур Арзенбат достойны того, чтобы сегодня возглавить нашу страну. Результаты итогов голосования показали, что наш народ за сохранение стабильности в нашем обществе, за развитие в экономике, за улучшение криминогенной ситуации, за укрепление взаимоотношений с нашим главным стратегическим союзником. И эти вопросы, безусловно, те, которые являются существенными для сохранения стабильности, развития нашего государства. В этом смысле мы продолжим политику, направленную на созидание в нашем обществе. Спасибо большое. Табу бидудзан кандидатша, атрфкотил хубшса, абриала кпехта хыркшу, паре студия хижвет секундку агрештер. Иацаҳҵоит ишиашоу ицо ефир, уажәы иаамҭоуп ҳара ҳазҵаарақәа рҭакқәа рыҟаҵара. Зынӡаск иаҳҭиуеит ԥшь-зҵаарак, ҩба ԥсышәала, ҩба урысшәала. Салагоит сара. Аԥсуа ҳәынҭқарра ҳаргылоит ҳәа зҳәоу рацәаҩуп. Шәаргьы ус шәыԥхьаӡоит хымԥада. Изеиԥшрои аԥсуа ҳәынҭқарра шәара шәыблала. Адгәыр Амиран-иԥа, шәалага. Лафла салагар стахуп, аԥсуаа ҳара инакәызаалак аныҳәаҿа наанаҳкыло, аԥсуаа ҳзыԥшәымоу Аԥсны ҳаанхаат ҳҳәоит есымша Анцәа ишҟа. Уи анаҳҳәо ҵакыс иамоу убри иоуп, сызгәаанагароуп исҳәо. Ҳара аԥсуаа абра ҳаԥшәыман ҳаанхарц азаҳаны ҳхымҩаԥгашьагьы ԥшәымаҵас иаазароуп. Аламыс аԥсуа доуҳа аҵас аԥхьа иҳаргылозароуп. Избан акәзар, азакон азинқәа рыла мацарала аҳәынҭқарра аӡәгьы измыргыладаз. Избан акәзар, абыжә аиҳабы ауада даныҩналалагьы ахәыҷқәа згыларами, ҳҵас ус иаҳәоит. Уи азакон ианӡым. Уи аԥсуароуп ианаго. Аԥсуара аԥхьа иргыланы ҳәынҭқарра ԥхьаҟа иаҳгар зегь рыла ҳманшәалахоит. Аекономика зехьынџьара иҳаламшо егьаазым. Нас ҽакы, аԥсуаа ҳазегь ҳаидгылароуп. Иахьа нас аԥсуа ажәла иҩшоуп, уи изеицәаҳҵо, нысгьы аԥшьбатәи шықәса наҳоз ҳаиҩшоуп. Убригьы аанкылотуп. Избан акәзар, ҳазегь ҳҳәынҭқарра бзиа ҳбот, ҳажәлар бзиа ҳбот. Уаҵәтәи амш ҳазхәыцны, иҟоу аҭагылазаашьа бзиаӡаны еилкааны, аҭак ԥхәықәра ҳаԥхьа ишьҭоу еилкааны, избан акәзар, иахьа имҩаԥысуа апроцессқәа уажәы аԥхьа сынцәажәозгьы исҳәит, тәым ҳәынҭқарратә ирӡбаз, ирҭахо, Аԥсны хада далархо, ҳара иаҳмазҵааӡакәа, уи иашаӡам. Ҳара ара ҳаԥшәымацәоуп, Нхыҵ Кавказ иқәынхо ҳашьцәа рызегь иҳахәаԥшуеит иахьа. Иҟаҳҵо ҳхымҩаԥгашьа уаҵәтәи амҩа иалххо убри зегьы даара иацклаԥшуеит. Убри аҭак ԥхәықәра иаҳаду еилкааны ҳхымҩаԥаҳгароуп. Убри ауп исҳәар исҭаху, иҭабуп. Иҭабуп идуӡӡан. Бадра Зураб-иԥа. Ҭабуп есмазҵааразы, ҳәынҭқаррас иаҳбар иаҳҭаху иҳашәызҵаауазар, ҳара ҳажәлар ирбар ирҭаху аҳәынҭқарра аԥхьаӡа иргыланы ихьԥшыму, ахақәиҭра змоу, аекономика шьаҭала еиқәшәо, асоциалтә ҭагылазаашьа ахыманшәало, ашәарҭадара азҵаарақәа хыӡбо, ас еиԥш иҟоу азҵаарақәа роуп ҳара ҳҳәынҭқарра еиқәзырхо.
хымԥада иашоуп Адгәыр Амиран-иԥа ииҳәаз ҳаԥсуара, ҳқьабз, ҳхымҩаԥгашьа арҭ зегьы еицызароуп. Уи аицаларазы ҳара аҩныҵҟатәи ҳаизыҟазаашьа ламкаала ацклаԥшра зутәуп. Сгәы иаанагоит ҳажәлар иахьа ирымоу алшара, ҳҳәынҭқарра иалхра, ари акыр иаҳзыԥсоуп, ҭоурыхла ҳзызԥшыз зҵаароуп. Иахьа иашаӡам ҳазгәы иаанагоит ҳажәлар иҟарҵаз алкаа, агха рыхьҭҳа азгәаҭара макәымзар аӡәы дрықәыӷәӷәеит ҳәа азыхҳәаара. Избан акәзар, ажәлар ианукәзаалакгьы аҟәыӷара аадырԥшон, ажәлар ианукәзаалакгьы ржьара аӡәгьы илымшаӡыцт. Убри азыҳәан сара сгәы иаанагоит ҳара ҳажәлар рыгәра ҳгароуп, иҟарҵо алкаа пату ақәҳҵароуп. Сара сганахьалагьы исаҳаут, Адгәыр Амиран-иԥа изаҳауа еиԥш, сара сганахьалагьы исаҳаут, ари Бадра Гунба дызхагылоу акоманда, Беслан Владимир-иԥа Аԥсны аиакәым иақәдыршәараз иазнеиуеит, аҭира, макәымзар ажәлар рҿы иашам аполитика анагӡара ҳәа, уи иашам ҳәа сгәы иаанагоит ас еиԥш иҟоу ацәажәара. Избан акәзар, уи сгәаланаршәоит ҩнызқьи ԥшьба шықәса. Ишәгәалашәоит Сергеи Уасил-иԥа данаауаз, аҳәынҭқарра ахада даналархоз, Сергеи Уасил-иԥа иахырымҳәааз аиакәым иахьа ара итәоу зегьы ибзиаӡаны иаҳгәалашәоит. Уи саҭамыз даҽазнык ихазгәаласыршәо дааир Қырҭтәыла ҳадиҵоит, уи иԥҳәыс дақырҭуоуп, уи Аԥсны аҭиразоуп изаауа. Ишәгәалашәааи ҳазхәыци Сергеи Уасил-иԥа инаигӡаз иусқәа. Иахьазы иҭоурыхны иазаанханы иҟоуп ахьыԥшымра зхаҵара, ҳажәлар хәҷык рыбӷа аиҵахра, еиуеиԥшым аҭагылазаашьа армариара. Сгәы иаанагоит, убри убысҟан изҳәоз иахьа иацәыԥхашьаны ҿызымҭогьы ыҟоуп. Шәаи пату еиқәаҳҵап, шәаи ҳара ҳҿы инҭаӡо ҳажәа ацклаԥшра заҳуоуп, агьырахьгьы инаԥшуа уи иаҳа пату ақәырҵоит, ахаҵгыларагьы зыруат. Сара ианукәзаалакгьы иазгәасҭон, иахьагьы даҽазнык иазгәасҭар сҭахуп, ҳажәлар иҟарҵаз алкаа, сара сганахьала абжьы сырымҭазаргьы, агьырҭ абжьы рызҭаз дара пату рықәсҵоит. Дара рыгәрагара иаҳа сыԥсахар сҭахуп, сара сыгәра зхазҵаз ираздыргеит. Убри азы доусы иҳалшо наҳкӡароуп, пату еиқәаҳҵароуп, ҳара ҳазегьы еизаанхо ҳауп, ҳажәлар рхьаа еицҳхьаауп. Убри азыҳәан шәаи иҳалшола ҳара иаҳҳәо аҟынтәи ҳалагап. Табумдараӡам. Будем чередовать, да, Ислам? Да. Теперь вопрос на русском языке. Думаю, не стоит отрицать, что существует сегодня такая практика, что несмотря на существующее законодательство, на какие-то нормы, есть множественные сделки по продаже недвижимости иностранным гражданам. Как вы думаете, данная реальность является ли угрозой нацбезопасности в будущем, может быть, сегодня? И как этот процесс можно регулировать? Знаем, что закон о кадастре до сих пор открыт, насколько я понимаю. Поэтому вот хотелось бы услышать ваше мнение по данной теме. Адгур Амиранович, давайте с вас начнем. Вопрос состоит в том, что это угроза ли национальной безопасности? Да, и как это регулировать, если это, на самом деле, несмотря на закон... Формулировка угрозы национальной безопасности, мне кажется, здесь не подходит, потому что, да, существуют факты, когда в обход действующей или в рамках действующей законодательной базы находятся лазейки по приобретению жилья иностранными гражданами, но это не носит такой масштабный характер, чтобы это угрожало национальной безопасности. Национальной безопасности угрожала как раз-таки инициатива, которую поддерживал Бадра Зурабович по строительству здесь десятков тысяч апартаментов. А то, что существует сегодня такая практика, я с вами согласен. Что для этого нужно сделать? Я очень коротко отвечу, потому что хочу, чтобы меньше времени мы тратили на этот блок эфира. Необходимо доделать работу по земельному кадастру. Надо, чтобы он начал работать. Необходимо создать единый реестр прав собственности.
Более того, необходимо создать единую базу сделок нотариальных контор, чтобы вся эта сетка была прозрачной. Более того, те случаи, которые сегодня уже выявлены, если есть какие-то лазейки в законодательстве, нужно просто менять законодательство. Кстати, в нашу бытность мы неоднократно делали изменения в законодательство, в том числе об инвестиционной деятельности, которые так или иначе точечно закрывали эти лазейки. Но, по всей видимости, все равно существуют эти схемы, и с этими схемами надо бороться, есть международная практика. Поэтому, еще раз говорю, есть базовые вещи, это кадастр земельный, потому что земля – это основа, единый реестр прав собственности. К сожалению, сегодня учет собственников жилья или недвижимого имущества в разных районах ведется по-разному. В некоторых районах, даже вот в сельской местности, ведут до сих пор амбарные книги. В цифровой век это на самом деле уже анахронизм. Это на самом деле несложно все поменять. На это нужно от 1,5 до 2 лет, и всю систему учета прав на недвижимое имущество можно оцифровать. И более того, как есть много примеров в мире, эту базу можно сделать открытой. То есть там нет ничего секретного. Вот в ряде стран можно по запросу получить информацию, кто является владельцем той или иной недвижимости. Поэтому вот я считаю, что вот эти вот несколько шагов позволят минимизировать вот эти вот действия, направленные на обход действующего законодательства. Спасибо. Спасибо. Бадрус Зуравович. Спасибо большое за вопрос. Значит, хотел бы отметить, Адгур Амирович говорит, что не носит масштабного характера, но более 4,5 тысяч сделок нотариальных по передаче в доверенность жилого имущества за весь период с 2008 года. Значит, это немалое количество. Я бы хотел отметить, что для себя сформулировать, и мое мнение, конечно же, продажа жилого имущества, ограничения необходимо сохранить, в отличие, кстати говоря, от тех, кто очень сильно говорил, старался протолкнуть этот вопрос, в том числе и соратники Адгура Амировича, очень много про это говорили, что никакой угрозы в этом нет. Но я считаю, что те ограничения жилой недвижимости, которые существуют, они оправданы. Что касается коммерческой недвижимости, здесь должен быть совершенно другой подход. Вы знаете, что юридические лица, значит, индивидуальные предприниматели, в том числе и граждане Российской Федерации, они могут приобрести любую коммерческую недвижимость. В этом смысле у нас никаких ограничений в отношении граждан, понятно, это в основном граждан Российской Федерации нет. И быть не должно, да, это однозначно. Здесь законодательство регламентирует четко, понятно и прозрачно. Но мне кажется, что те серые схемы, которые действуют в обход нашего законодательства, надо их регулировать, надо правоприменительную практику соблюдать более жестче. Спасибо. Спасибо большое. Анестез зараз рестиует, бас иҟоуп аԥсуаа ианаҳҭаху азакәан ҳақәныҟәоит, даҽазныкгьы азакәан ҳахрагылоит. Аҭоурых аҿы иҟам милаҭк азакәан иқәнымҟәакәа аҳәынҭқарра зыргылаз. Ахада инаркны анхаҩ иҟынӡа азакәан иқәныҟәаларц азыҳәан иҟаҵатәуи, насгьы иҟаҵатәуи азакәан аԥхьа зегьы иҟаразарц шәгәаанагарала. Бадра Зурат биԥа шәалагап. Табуп азҵааразы азакәан уи иашоуп ҳара иҳалааӡо ҳкультура ҳқьабз аныҟәгара уи иашоуп, аха аԥхьаӡа иазкәасҭар исҭаху иоуп ҳкультуреи ҳқьабзи азакәани дара еиқәшәоит, дара азнеишьакоуп. Дзусҭазаалакгьы дынхаҩума, чинуаҩума, абизнес инапалакума, ҵарауаҩума, азакәан аҿаԥхьа рызегьы аиҟәра аҭахуп. Азакәан аҿаԥхьа ауаа ракзаара аныҟамларагьы аӡәы зыҭамыз џьара аӡәы ица дҭалан дҭаркит. Агьы иахьа ихәы иааҭашәо зегьы ибџьар иҟәынҵаны ауаа дрыланы аҩакәымқәа ацәгьоурақәа ҟаҵо азакәан аус анамоу убысҟан ҳауаажәларгьы агәрагара рцәыӡоит азакәан аныҟәгара. Убри азыҳәан сгәы иаанагоит аԥхьаӡа иргыланы, ачинуи аԥхьа днаргыланы азакәан аныҟәгара аҭахуп. Уи ихылаԥшо аусбарҭақәа
иаҳа ирӷәӷәатәуп азакәан амҩақәҵаразы. Сара арҭ ашықәсқәа ирҭагӡаны игәасҭон еиуеиԥшым аҭагылазаашьа уадаҩрақәа, ацәгьоурақәа назыгӡаз аӡәы иаҳалшарак аниуҭа, азакәан аусура иаҟәыҵон. Убри азыҳәан ҳара ҳамч ҳалшаз зегьы, ҳара ҳзакәан аныҟәгаразы дзусҭазаалакгьы аныҟәгара ахадара ааԥштәуп. Убри азыҳәан азакәан ҳақәымнаҟәар ԥсуаҵас мацарала аҳәынҭқарра ҳзышьақәыргылаӡом. Ҭабуп. Дгәыр Амиран-иԥа. Закон атәы ҳҳәозар, аԥсуаа ҳаиԥш азакон иацнаҟәо амилаҭ ыҟаӡам. Аха уи аус анбауа, азакон зегьы ирзаҳан иԥшызар, нас аус ауан. Уара утәы сасҭәы ҟамҵакәа, Аԥсны Ахада аԥхьа днаргыланы, ҿырԥшыгас иҳәа иаарԥшыр, нас азакон зегьы рзаҳан аус ауеит ибзиазаны. Ара Бадра Зураб иԥа иажәа алаҵаны иҳәеит, аца иҭалаз ҭаҳкуеит иҳәеит. Аца иҭалаз сыздыруам, аха абри магнитофонк зӷьычыз ҭаҳкуеит, аха миллиардла изӷьычыз иахьа аполитика иалахәуп, аӡәгьы даҭаҳамгӡеит. Убарҭ рҭакра ҳаналагалак, нас азаконгьы аус ауеит, зегь рыла ҳманшәалахоит. Ҽазнык исҳәоит, Аԥсны Ахада гарант конституциа иашами, усуми ишыҟоу. Аԥсны Ахада икәша-мыкәша иҟоу рыла далагозароуп, иааирԥшозароуп азакон аныҟәгара. Нас зегь рыла ҳманшәалахоит, усуп сара ишыздыруа, усуп иара еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рыхәаԥшызар, усуп зехьынџьара ихыҟоу, азакон аус ахауа. Азакон зегьы рзаҳаны иԥшызар аус ауеит. Иԥшымзар, уара утәы сасҭәы ҳалагар, еилых ҟаҳҵар аус ауӡом. Убри ауп иҟоу. Ҭабуп. Теперь вопрос от меня, второй уже по счету. В какой сфере, предположительно, больше теневой экономики, какие шаги надо предпринять для уменьшения теневой деятельности и значительно, соответственно, увеличить собираемость налогов? Давайте, Бадра Зурабович, с вас начнем. Спасибо большое. Значит, что касается теневой экономики, определить и сказать, в какой из сфер теневая экономика выше, очень тяжело. Но я бы хотел привести вам пример. Значит, в 2020 году, когда мы начали работу, были назначены руководители районов, главы администрации на примере Гагарского района. Только в туристической сфере в Гагарском районе за счет улучшения администрирования мы выявили более 600 организаций, которые не стояли на учете и не платили никаких налогов. Вы знаете, что до 2020 года Гагарский район был дотационный. Сегодня Гагарский район является донором. Такого рода деятельность необходимо продолжить, за счет чего нам удалось увеличить бюджет в 2,5 раза, именно за счет администрирования. Нам необходимо применять современные технологии. Мы знаем, что очень много возможностей, потенциала у нашей страны, которые необходимо раскрывать. Мы не ввели ни одного дополнительного налога, нагрузку на бизнес. И удалось с 4 миллиардов 800 миллионов рублей бюджета собственных доходов поднять до 12 миллиардов рублей. В этой связи для нас это показатель того, что есть над чем работать за счет скрытых резервов. Кстати, пользуясь случаем, я бы хотел отметить, что в период энергокризиса Гагарский район нам из своего бюджета помог покрыть расходы, связанные с оплатой за электроэнергию. Гагарский и Сухумский район. Такие же показатели у нас практически по всем районам. В 2,5 раза увеличилась доходная часть бюджета. Это за счет постоянной, планомерной, эффективной, можно сказать, работы людей, которые ежедневно занимаются этим направлением. У нас огромные, я считаю, что резервы и в туристической отрасли, и в сельском хозяйстве, и во многих других направлениях, которые необходимо развивать и параллельно создавать условия, чтобы налогооблагаемая наша база за счет этих сфер увеличилась в разы. Спасибо. Спасибо. Дгур Амиранович. Ну, во-первых,
если говорить в какой сфере больше теневой экономики, ну, я думаю, что это сфера торговли, потому что сфера торговли занимает большую часть индикатива. Вот если в индикативном планировании говорить, большую часть приходится на торговлю. Я думаю, что там есть основные проблемы. Что нужно сделать для того, чтобы побороть этот теневой сектор? Во-первых, нужно наладить первичный учет. Это контрольно-кассовая техника. Эта программа была утверждена еще в 2019 году, но за эти годы, к сожалению, она реализована не была. Если мы не наладим первичный учет, то бороться с теневой экономикой практически невозможно. Это бесполезное занятие. А что касается бюджета, Бадр Разурович, у вас, по всей видимости, неверные данные. В 2019 году бюджет составлял, если говорить о собственных доходах, 6 миллиардов 700 миллионов рублей. А если говорить о 2024 году, он составлял 10 миллиардов 200 миллионов рублей. Вы, видимо... Я говорю о государственном бюджете. Я говорю как раз о государственном бюджете, да. Теперь я хочу сказать, что за последние 5 лет объем теневой экономики увеличился ровно в 2 раза. Это легко посчитать. Есть у нас показатель ВВП, если отношение бюджета, доходов бюджета к ВВП от 2019 года, то это было 33%. То если говорить про 2024 год, это 14,5%. То есть в 2 раза увеличилось объем ВВП, но при этом доля, налоговая нагрузка, так называемый показатель на ВВП, он сократился в 2 раза. Соответственно, мы делаем вывод, это косвенный показатель, который нам дает понять, что объем теневой экономики увеличился в 2 раза. Соответственно, если мы говорим об абхазской части объемом 10,2 миллиарда, то по факту должно было быть 20 миллиардов рублей. Соответственно, 10 миллиардов рублей – это то, что находится сегодня в тени. Я понимаю, это сложная работа. Наши сотрудники налоговой структуры, таможенного комитета делают действительно все возможное. Но есть еще техническая сторона, есть и заработная плата не очень высокая, и у них недобор там людей и так далее. Ну, здесь нужна поддержка государства, и приоритет в этом направлении надо выстроить. Людей надо мотивировать, людей надо технически оснащать. То, о чем я говорил выше, это контрольно-кассовая техника. Нет ни одной страны в мире, в которой нет кассовых аппаратов. Поэтому первичный учет в первую очередь. Естественно, безналичный расчет надо увеличивать, это банковский сектор. У нас, к сожалению, сегодня карточная система АПРА, она, к сожалению, не соответствует современным стандартам. То есть такие вещи, как эквайринг и так далее, сегодня осуществлять невозможно. То есть это, ну, простыми словами, вот в приложении банка, Абхазского банка, невозможно оплачивать и пользоваться услугами так, как это позволяют делать российские карты. Сегодня абхазский рынок захватили карты российских банков. Почему? Потому что ими, удобнее пользоваться, потому что система АПРА, к сожалению, отстает. Но эту задачу можно решить, и мы в состоянии сами ее решить. И второе, это то, что с помощью этих карт люди просто обходят наши налоговые органы. Но это вот для того, чтобы эту проблему решить, надо решить первую проблему. То есть создать условия для того, чтобы бизнесмены, предприниматели наши пользовались нашими картами. И весь перечень услуг, которые предоставляют российские банки, они могли здесь нашими услугами пользоваться. Тогда безналичный расчет в банковской системе будет выше, и тогда и прозрачность будет больше. Спасибо. Табуб атырского кандидатша Бриала Айбабек тахсыр кушойт аре студия кижвет секунд поприштай. Я тахсует ишьяшует свой эфир атырского кандидатша яйт амта азараква ремдара зыхан агураскойт патой куцаныла мысла Ажлари рухоша сараква шурлачажуйтма. Абхизма да гуахара азарати разыш гуала сырфит атака заразы нас минут кра арамта. Я гуахара змада яла года. Бадр Разурович, урау я хабуб, мы сквакрала.
табу Адгура Мираны па. Сыра зара сыз шупиз дрота зара шуму халаганза шалат шужун алшара шесту. И табу бастара шумызым Саша. У нас и твердзал. Бзил. Хорошо. Я думаю, что у нас есть возможность обсудить и, в отличие от того эфира, который был до этого, у нас есть возможность обсудить и международную обстановку, и текущую экономическую ситуацию. Но прежде чем затронуть эти темы, я хотел бы немножко отойти вообще от сегодняшней действительности и, может быть, несколько слов о нашей истории сказать. Я хотел бы вас спросить, Бадра Зурабович, вот был такой в нашей истории руководитель Абхазии, абхазский князь Сафарбей Шерфашизбы Чачба. Вот какое у вас отношение к этому историческому персонажу и к тому историческому периоду? Вы знаете, я бы сказал, что за нашу историю существования нашего народа можно отметить многих руководителей, которые несли ответственность за народ Абхазии. Оценок давать тем или иным руководителям считаю неправильным, но считаю, что наш народ всегда возглавляли люди достойные, которые приносили пользу, сохраняли мир и стабильность в нашем обществе и столетиями сохранили наш народ. Это самое важное, что удалось руководителям разных периодов. В нашей истории были разные страницы. И давать оценку кому-либо из тех, кто в разные периоды руководил нашей страной, я бы не хотел. Ну, это не ответ, Бадра Зуравович, потому что мы обязаны давать оценку. Нет, это вы не наша обязаны. история. Вы не А как обязаны. вы относитесь к тому периоду времени, когда он был руководителем Абхазии? Мы же можем тот период времени хотя бы? Да, это были непростые времена. А в чем Времена, которые, безусловно, прошел наш народ достойно. И А можно поконкретнее, Бадра? Адгура Миранович, вы, наверное, меня плохо услышали. Я не хотел бы давать оценку людям, которые возглавляли наш народ в разный период времени. Я могу говорить о наших современниках, наших с вами. Это Владислав Григорьевич, это Сергей Васильевич, действия которых были у нас на глазах. Мы были очевидцами всего того, что происходило уже в наших. А интерпретировать историю по своей морали и давать оценку руководителям, Да я дело считаю, что дело же не в оценке, Бадр Зуравович. Это исторический период нашего времени с вами, это история нашего народа. Мне бы хотелось просто понимать, как вы оцениваете тот период. Вот и все. Если просто вы не знакомы с этим периодом историческим, вы так и скажите, зачем вы... Адгура Миранович, давайте уважительно относиться друг к другу. Я знаком с историческим периодом правления Шервашидзе Чачба, знаком с Именно периодом правления Сафарбея. других руководителей. Поэтому вы решили нас вернуть в историческое прошлое в связи с чем-то. Прошу вас, начинайте. Нет, я хотел просто ваше отношение к тому периоду понять, но, к сожалению, вы так и не ответили. Этот период действительно был очень сложный. Я вам просто расскажу в двух словах, почему я о нем вспомнил. Из исторических источников известно, что этот период ознаменовался тем, что руководитель Абхазии того периода, он находился здесь, в Сухуме, и его охраняли внешние силы, тогда как его абхазский народ не принял. И все годы своего правления он находился практически в этой церкви. Не церкви, а крепости. И не выходил оттуда. Вот этот исторический период времени был ознаменован и связан с этим историческим персонажем. Адгура Миранович, я не пойму вашего посыла, вы продолжайте, Я думаю, пожалуйста. наши телезрители поняли, что я имел в виду. Теперь ваша очередь. Слушаю вас. Я слушаю Адгура Мирановича.
Ну, вот, выходит, что Адгур Миранович У будет него вас наверняка сегодня есть вопросы. интервьюировать. Да. Я готов к этому. Хорошо. За этот период времени, предвыборный период времени, да и ранее, он ознаменовался такими неприятными инцидентами. Вот, например, не так давно депортировали нашего молодого, талантливого человека Бараса Кучба на абхазо-российской границе. На 10 лет его депортировали. До этого наши уважаемые общественные деятели, двое, были лишены российского гражданства. Апофеозом всего этого стало сообщение о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело на некоторых наших граждан. Скажите, пожалуйста, ну, из того, что вот, если логическую цепочку выстраивать, как мы это видим, можем ошибаться, но мы так это видим, это делается в вашу пользу. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь, вот, к такого рода действиям со стороны нашего стратегического партнера и союзника? Адгур Амирович, значит, ваш посыл наверняка понятен всем. Что делается в мою пользу, это обманчивый посыл, это неправда. Я бы хотел отметить, что такого рода действия были совершены еще до начала предвыборной кампании. Это если говорить о гражданстве, о лишении гражданства Российской Федерации. Я считаю, что использовать в рамках политической борьбы эти вопросы неправильно и несправедливо. Согласен Такого с вами. рода вопросы должны ставиться перед теми, кто сегодня исполняет обязанности президента страны, и они должны обращаться к нашим коллегам по данным вопросам. Что касается возбуждения уголовных дел, на это я считаю, что наши власти обязательно должны отреагировать, потому что это касается граждан Абхазии, в том числе, если ими совершено преступление, либо попытка некого незаконного действия. Я считаю, что здесь наши власти должны обратить на это внимание. И более того, если такого рода действия действительно были совершены, я считаю, что и правоохранительные органы нашей страны должны обращать на это внимание, потому что это все происходило на территории Абхазии. А что касается депортации гражданина, о котором вы говорите, ну, откровенно говоря, мне сейчас детали неизвестны, лишение гражданства России двух представителей общественно-политических движений, я бы хотел отталкиваться от следующего, что все-таки гражданство России – это прерогатива российского государства и компетентных органов Российской Федерации. Я бы не хотел бы, чтобы в наши внутренние вопросы, в том числе предоставление либо гражданства Абхазии, вмешивались другие страны. Это наше суверенное право, это право государства, и в этом смысле не будет честно, да, неправильно ставить вопрос о том, на каком основании, либо за что лишены. Конечно же, мы должны отстаивать права наших граждан, где бы они ни находились. Мы это будем делать. Мы это и, кстати говоря, и делали. Поэтому есть вопросы, которые находятся в компетенции абхазской стороны и которые в полной мере необходимо применять. То есть у вас негативное к этому отношение, я так понимаю? Я вообще, конечно же, с сожалением отношусь, что в отношении граждан нашей страны заводят уголовные дела. Но надо разобраться в причинах, которые являются для данного решения. Я думаю, что правоохранительные органы Абхазии и России должны выйти на контакт для изучения материалов данного вопроса. Может, у вас есть вопрос? Старшему Бадразу Рабитва. Ну, Адгур Амирович, ну, раз вы задаете вопрос о действиях наших коллег, наверное, это не по адресу, но то, что касается, значит, абхазской стороны, я вам ответил. Я вчера буквально наблюдал за вашим роликом, в котором вы говорили о том, что сегодня Российская Федерация оказывает поддержку
в получении, там, не знаю, транспортных средств, в авиасообщении, в железнодорожном сообщении, что за это завтра нашему народу придется платить. Вы наверняка знаете, что такого рода возможности предоставляет российское государство, Российская Федерация, которая была последовательна в своих действиях. За эти годы гораздо больше поддержки мы получили в рамках социально-экономического развития, безопасности нашей страны. О каком счете может идти речь, за который должны будут платить граждане нашей страны? Для меня это непонятно, я хотел бы, чтобы вы разъяснили. Я отвечу. Дело вот в чем, Бадр Зурабович. На вашу предвыборную кампанию, именно за этот период, в совокупности потрачено более 2 миллиардов рублей. Это все делается в вашу поддержку. Возникает вопрос, и почему он закономерен, этот вопрос? Потому как вы представители той команды, которая подписывала за спиной абхазского народа разного рода соглашения. Вы брали на себя обязательства, выходящие за рамки полномочий президента Абхазии. И все это делалось за спиной абхазского народа. Соответственно, если за предыдущие 5 лет, честно вам скажу, у нас были периоды, когда мы сидели без электричества по 6-8 часов. Более того, вам известно, что в период с 2024 и 2023 включительно Абхазия наших с вами денег, налогоплательщиков, заплатила за переток электричества из Российской Федерации 1 миллиард 900 миллионов рублей. Соответственно, и возникает вопрос, если столько денег тратят на вашу предвыборную кампанию, учитывая ретроспективу, вот эту поведенческую модель вашей команды, закономерно возникает вопрос, а что взамен? И, кстати, что вы будете делать, когда вы проиграете выборы? Значит, спасибо, за вопрос. Я бы хотел отметить следующее. Я не знаю, откуда вы обладаете информацией о том, что более 2 миллиардов рублей потрачено на предвыборную кампанию Бадры Гунба, но я бы хотел вам напомнить все-таки, с момента признания независимости Российской Федерации, нашей страны, на поддержку Абхазии потрачено сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, которые безвозмездно помогают нашей стране. Это вопросы безопасности, обороны, экономики, социального развития и многие те направления, которые необходимы для формирования и сохранения нашего государства. В этой связи никогда Российская Федерация не выставляла счет и не делала это под кого-либо. Все то, о чем нам удалось договориться в рамках моих встреч, это была поддержка нашего населения. Ну как можно говорить о том, что ради предвыборной кампании Бадры Гунба, российское государство тратит миллиарды рублей. Ну это же неправда и несправедливо. В этой связи считаю... Бадр Зураевич, мы с большой благодарностью относимся к тем процессам, которые происходят. И я хочу, пользуясь случаем, слова благодарности передать и Сергею Владимировичу Киренко, который действительно, он, во-первых, наш земляк, и я вот, глядя на его выступление, вижу, он с большой душой и теплотой к этому относится. Просто если вы так получилось, я свое слово завершу, так получилось, что это все делается в рамках вашей предвыборной кампании. И вы, неужели вы считаете, что кто-то это не понимает? И, да, это все хорошо, но вопрос в другом, Бадр Зураевич. Почему это не было, допустим, в 2024 году, в 2023 году, в 2022 году и так по порядку? Адгур Амирович, вы знаете, что мои полномочия исполняющего обязанности были с ноября месяца. Все те соглашения и договоренности, которые мы достигли в ноябре месяце, они реализуются по сегодняшний день. Как можно говорить о том, что под выборную кампанию Бадры Гунба предоставляется электроэнергия? Это в первую очередь поддержка населения Абхазии.
это в первую очередь сохранение социального положения граждан нашей страны. Бадра Гунба не ездил, не просил какие-то личные, не решал личные вопросы. Мы все вопросы, которые обсуждали, были связаны с нашей страной. То, что делалось и раньше, но делалось в других условиях. Сегодня мы оказались в тяжелых условиях, и Российская Федерация нам оказала поддержку. 11 часов без света наша страна еще не оставалась никогда. Да, вводился график, веер, по 2, по 4 часа, но такого кризиса еще не было. За это я благодарен российским коллегам, что они очередной раз протянули руку помощи в тяжелейший период для нашей страны. И говорить о том, что завтра кто-то нам выпишет счет за все, что сделано, Не нам, это вам несправедливо. лично, Бадр Разрарович. Это ни нам, ни народу Абхазии никто никогда еще в рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией не предъявлял никаких счетов. И наши граждане должны понимать, что это попытка донести свою правду в рамках политической борьбы. Нет, Бадр Разрарович. Дело вот в чем. Вы говорите 11 часов без электричества, но а почему мы сидели 11 часов без электричества, Бадр Разрарович? Потому что в период вашего правления довел до практически катастрофы в энергосфере. И да, доведена была ситуация. Более того, я хочу вам напомнить, что в бюджете на 2024 год и в проекте бюджета на 2025 год не было ни рубля на приобретение перетока электроэнергии из России. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, все рапортуют о том, что перевыполнен бюджет на 123%, на 148%. При этом мы оказались в ситуации, когда не было денег. Я помню, когда исполняющий обязанности президента по 7-8 миллионов рублей в день пытались найти, просили предпринимателей. Мы тоже принимали в этом участие. Я лично звонил предпринимателям, чтобы они оплачивали электричество. Но вы опять же говорите, что никто счет не предъявит. Я ни в коем образом не ставлю под сомнение отношения России к Абхазии и отношения Так вы президента. вчера про это и говорили. Нет, секундочку. В интервью. Нет, секундочку. Я договорю. Я говорю про то, что было в течение этих 5 лет, Бадр Разрарович. Вот мы всегда, говоря о будущем, вспоминаем прошлое. Но это же жизнь. Поэтому, если мы в течение прошлых 5 лет видели ситуацию, когда ваша команда подписывала соглашение в тайне от народа, в рамках которых были взяты обязательства. Слово «обязательство» не я произносил, это произносил экс-президент, вы все произносили о том, что у нас есть некие обязательства перед российской стороной. Об этих обязательствах абхазский народ узнал только тогда, когда уже пришел час расплаты, скажем так. Поэтому вот эта поведенческая модель вашей команды, она наталкивает на определенные мысли. Вы меня извините, конечно, это немножко, может быть, звучит предвзято, но это так. И вот исходя из того прошлого, в рамках которого мы находились эти 5 лет, и возникает этот вопрос. Более того, вы говорите о том, что там Российская Федерация нам помогает. Но если бы в рамках этой помощи, вот сейчас, в течение 1,5 месяцев, которая сегодня идет, да, вот этот, кто-то даже шутил там в интернете «рог изобилия», если бы везде в рамках этой помощи присутствовал по Конституции, которую я считаю, что вы нарушили, присутствовал бы исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Рамшунович Ганба, это было бы понятно, что эта помощь идет абхазскому народу. А это все выглядело, и вы нам сейчас хотите сказать, что это не так, но это на самом деле немножко меня заставляет немножко улыбаться. Вы хотите мне сейчас сказать, что все это делается не в рамках вашей агитационной деятельности, это просто совпадение, что приезжает министр здравоохранения России, или вы приезжаете в Москву, встречаетесь с федеральными министрами, и все эти вопросы по мановению волшебной палочки решаются. Это же агитация. Но неужели вам это непонятно? Адгур Амирович, мне все понятно, и позиция ваша мне понятна и совершенно очевидна. Значит, что касается встреч с руководителем, еще раз возвращаю вас к тому моменту, что
я исполнял обязанности. Более того, то, о чем вы говорите, о нарушении Конституции, речи быть не может, потому что по Конституции, в том числе по закону о выборах, я мог еще оставаться, исполнять обязанности, участвуя в предвыборной кампании. Значит, все те встречи, которые были запланированы здесь, в Абхазии, в Москве, были направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Сегодня прошу обратить ваше внимание, что проходят очень важные вещи, такие как диспансеризация. Как можно привязать эту историю к предвыборной кампании, когда касается здоровья граждан нашей страны, молодых людей. Это наше будущее. Люди, которые должны взвалить на свои плечи ответственность за нашу страну. Если мы не будем создавать благоприятные условия, о каком развитии государства может быть? Я вам приведу элементарный пример. Что для меня значат эти встречи? Я по пути, находясь в Москве, по пути на встречу с министром здравоохранения Российской Федерации, получил звонок от нашего общего знакомого, героя Абхазии, который обратился с просьбой. Он даже не знал, что я нахожусь в Москве. Он не знал, что я еду на встречу с министром здравоохранения Российской Федерации. И говорит следующее. У меня родился внук, у него тяжелые патологические последствия. Его легкие самостоятельно не могут задышать. На этой встрече через полчаса я ставлю вопрос о помощи этому младенцу, который родился. Как вы думаете, это ради предвыборной кампании делалось? Это же возможность быть полезным для своего общества. Я не нацелен на достижение результата такими методами. Для меня самое главное – оставить свой след. Поэтому все, что делается, это на благо народа Абхазии. Ни в коем случае говорить о том, что Российская Федерация помогает под определенного кандидата или человека, который проводит предвыборную кампанию, считаю несправедливым. Безосновательным. Безосновательным. Да. Я с вами абсолютно согласен, Бада Зурабович. Вот вы сейчас сказали о диспансеризации. Эта диспансеризация давно назрела, и диспансеризация касается наших деток, да, вот это детей. Да. И действительно, я с вами абсолютно согласен, и искренне с вами согласен, делать пиар и агитацию на наших больных детях, это, конечно, это вообще не соответствует нашим традициям, это то, что должно быть вообще забыто раз и навсегда.